Удары по инфраструктуре, они чем важны? Они дают системную проблему. То есть понятно, что в первый день на боевых действиях это никак не скажется, на второй день практически никак не скажется. А вот, например, на 30-й день это будет однозначно уже сказываться. И чем больше будет таких ударов, ну, чем более системно они будут наноситься, тем больше и быстрее, самое главное, они будут сказываться уже непосредственно на ходе боевых действий. Например, сейчас мы бьем по энергетической инфраструктуре, то есть обесточить украинские железные дороги. Я где-то несколько месяцев назад делал материал по поводу того, что основная масса украинских железных дорог – это электрифицированные железные дороги. Тепловозов очень мало. Соответственно, если мы выведем из строя все подстанции, которые питают железнодорожную энергетику, а там очень специфические трансформаторы, если их повыбивать, там резервы не такие уж большие, а эта система советская, европейские там не подходят, и, соответственно, очень быстро можно превратить украинские железные дороги просто, ну как бы, ну, можно на вот этих, как это, на дрезинах ездить, да, можно на тепловозах, тепловозов мало. Соответственно, это вызовет серьезные перебои с переброской техники. Потому что, например, они не могут перебрасывать технику, например, на трейлерах в таких количествах. Соответственно, бензина не хватает. То есть это создает один так, большой клубок проблем. Но здесь очень важно, я абсолютно согласен с коллегами, чтобы это было системно. Ну, как бы с канала Рыбар не совсем соглашусь, потому что, наверное, у него там эксперты не совсем по энергетике серьезные. Тем не менее, там вопрос и 330-я линии, это тоже правильно выбивать. 750-я это линии, которые позволяют соединять узлы районы между собой. Это, можно сказать, компенсирующие мощности. В целом, выбивание всех узлов, оно влияет так или иначе на снабжение региона. Сейчас очень сильно проблемы большие в Восточной Украине, потому что по Харьковскому энергоузлу было нанесено предварительно раньше несколько ударов, и сейчас подстанции выбиты. То есть в целом уже 1-2 удара могут обесточить область на довольно длительный срок. А если системно это наносить, то уже, как говорится, насовсем, пока туда не придет Россия и не восстановит все окончательно. То есть такие возможные варианты, но это опять же приниматься должно политическое решение, вот так это делать. А как мы видим по сегодняшнему и вчерашнему дню, реализовать это в принципе можно. Юрий Иванович, связь немножко у нас пропадает. Да, сегодняшние удары, вы про них уже начали говорить. Это продолжение вчерашнего. Это можно говорить о том, что начинается системная работа. Может быть, не в таком объеме, но тем не менее точечная. Выбиваем те цели, которые еще не выбиты. Нет, это да, это система, да, видно. Почему не в таких объемах? 60 ракет насчитал Залужный, это в первом ударе. Второй уже сейчас тоже произошел, пока смотрим, куда они попали, пока еще информация не стеклась. То есть вчера в первом ударе было по оценкам Залужного 75 удар ракету, сегодня 60, то есть цифры сопоставимы. То есть сегодняшний удар он сопоставим, единственный нюанс в том, что он начался чуть позже, и результат мы наблюдаем прямо сейчас в прямом эфире. Да, у нас это чуть позже, в целом, но тот же самый эффект, опять же, вчера почему так было много видео? Потому что удары были по Киеву, а киевляне, они же сразу все повыкладывали, все это ажиотаж. Сегодня удары по менее значимым населенным пунктам, та же Шепетовка, кстати, правильно, Шепетовка и Терны, извините за поправку, но Шепетовка это важнейшая узловая станция, знаете, было в 1943 году, когда Колпак обрезал снабжение перед Курской битвой, было Сарны обрезали, да, 4 моста взорвали. Вот Шепетовка по значимости для железнодорожных узлов Украины примерно значен с Сарненским узлом. Это очень важный железнодорожный узел, и вывести его из строя хотя бы на некоторое время, это уже серьезно скажется на переброске войск и поставкам из Западной Европы техники, потому что с Львова железные дороги идут именно в том числе и через Шепетовку. А когда мы уже увидим вот результат этого возмездия нашего? Непосредственно на поле боя результат. Ну, возмездие, я же вам сказал, что чем дольше будет эта система бить, тем быстрее мы увидим. Но на поле боя в лучшем случае мы увидим нам через неделю, 2-3. Но это однозначно уже будет, результат будет гарантированно. То есть даже если они восстановят, это все равно время, потерянные мощности. Вот даже вот смотрите, вчера вывели из строя Бурштинскую ТЭС. То есть перебили линии, которые шли на Европу. Это ежедневно 11 миллионов евро, на которые киевский режим покупал оружие. То есть в любом случае вот оружие на 11 миллионов евро ежедневно теперь на Украину поступать не будет. Потому что не секрет, кроме тех денег и вооружений, которые предоставляют безвозмездно Киеву
страны НАТО, и США в первую очередь, Польша, да, они еще покупали деньги на оружие, на те деньги, которые выторговали, в том числе на вот эту электроэнергию. То есть 11 миллионов евро – это серьезные деньги, каждый день это уже потеря для фронта. То есть все это работает именно на фронт, но это действительно будет размазано со временем. Конечно, в первую очередь, если бы удары были по мостам через Днепр, это сказалось бы уже там через неделю, потому что стратегическое маневрирование через Днепр, два важных направления, которые сегодня есть, это на левом берегу и на правом берегу. Соответственно, мосты через Днепр это стратегически важны. И стратегический маневр резервами, если будет затруднен хотя бы, а лучше невозможен, это резко ослабит возможности ВСУ. Но это очень системно, за один день его не выбьешь. Пока по мостам, кстати, ударов не было. Юрий Иванович, и вот Олеся у нас перед вашим включением дала информацию о том, что мы часть населенных пунктов начинаем освобождать, если я не ошибаюсь, на направлении Красного Лимана, и мы говорили о том, что вчерашние удары очень сильно повлияли на моральный дух, скажем так, бойцов ВСУ и наемников, и они как-то перестали гореть желанием воевать. Это как-то связанные вещи? Можно ли там говорить о том, что начинается работа по освобождению, или пока рановато? Ну, давайте пока не будем забегать наперед. Тем не менее, любые подобные удары в тылу, естественно, сказываются и на солдатах, которые видят, что в тылу творится хаос. Они прекрасно понимают, к чему это приведет. А самое важное, вчерашнее заявление европейских политиков не сильно обнадежили офис Зеленского. И он, честно говоря, возмущен тем, что резкое такого увеличения, обещания увеличения помощи они так и не получили, по крайней мере, по заверениям. Но давайте подождем, должна вот сегодня, по-моему, быть, да, какая-то встреча. 15 да, часов по московскому времени. Да, потом будет еще встреча типа а-ля формат Рамштайна, там тоже будет интересное заявление. Вот по итогу вот этих заявлений будет окончательно понятно, насколько будет серьезная реакция западного мира на вот эти действия России. Пока политики не горят желанием увеличивать конфронтацию с Россией.